Приветствую вас, уважаемые телезрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Якутия против стихии. Все силы по республике брошены на борьбу с лесными пожарами. Какова ситуация на сегодня? Подробный обзор. Профилактика детских заболеваний. Для этой цели в педиатрическое звено Алданской ЦРБ начало поступать современное медоборудование. Что сделано и что предстоит? В Ленске ведут работы по благоустройству города. Сыр, пир, мир. В Московской области начался праздник для гурманов Всероссийский сырный фестиваль. Прямое включение с места событий. Лучшие войдут в сборную Якутии. Соревнования по пожарно-прикладному спорту провели в Нерюнгри. Пятый максимальный класс пожароопасной обстановки в ближайшие 5 дней будет сохраняться сразу в 5 районах республики, сообщил Росгидромет. Прогнозы озвучили на совещании МЧС России с участием регионов страны и главы ведомства Евгения Зиничева. Таким образом, в ближайшие дни в Ленском, Верхоянском, Алекминском, Алданском и Жиганском районах ожидается сухая погода. По этой причине высока вероятность возникновения новых пожаров. Всего в республике на сегодняшний день действуют 159 лесных пожаров, площадь территории, пройденной огнем, 883 тысячи гектаров. Из них 12 пожаров зарегистрировано на особо охраняемых природных территориях. На тушении задействовано более 700 человек, 65 единиц техники, в том числе 2 самолета Б-200. Как отметили в правительстве республики, несмотря на то, что каждый день лесные пожары локализуются и ликвидируются, возникают новые очаги. День авиация работает. У нас 2 воздушных судна Б-200 базируются в городе Мирном. Один работает на пожарах в Ленском районе и Алекминском районе, и второй Б-200 работает на территории Сунтарского района. Воздушное судно Ми-8 работает на сегодняшний день у нас по Мегино-Кангаласскому району и по Усть-Алданскому району. На сегодняшний день я хочу сказать, что авиация МЧС России было уже совершено более 200 вылетов, произведено 400 сбросов, свыше 400 сбросов и слито свыше 200 тонн воды. Сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в Ленском районе. В соцсетях распространяется видео с описанием ситуации в поселке Пилидуй. Густой дым и горящий лес. Население беспокоится о том, что к тушению не подключают авиационную технику, в том числе самолеты. Однако в МЧС заявили, что работы по тушению ведутся. Использование авиации усложняется плохой видимостью. Это же подтвердили и в правительстве региона. Задымленность уже в течение ряда суток, даже не суток, я бы сказал, да, недель фактически присутствует из-за закрытого пожара, который находится за рекой Леной, в зоне контроля. Мы ежедневно планируем туда направить воздушное судно МЧС Б-200, но из-за задымленности как раз-таки это у нас невозможно. Но в случае нормальной видимости, позволяющей тушить пожары, мы туда обязательно направим Б-200. Как известно, на борьбу с огненной стихией по республике брошены все силы. Это и специалисты, добровольцы, различная техника. Подробный обзор ситуации в материале Анастасии Кобызевой. Лесные пожары в Якутии тушат как с земли, так и с воздуха. В регионе не первый год привлекают самолеты-амфибии Б-200. Без преувеличения, это последнее достижение мировой гидроавиации. Только представьте, самолет на скорости 150-190 км в час способен набрать 1 тонну воды за 1 секунду. И меньше чем за секунду сбросить ее на скорости 250 км в час. Б-200 МЧС. Самолет-амфибия, он, с емкостью, забором воды 17 тонн. Этот самолет сейчас работает в Сунтарском районе. Кроме этого, он, работал при тушении лесного пожара в Алекминском районе, в Ленском районе, в Пилидуе. Работу авиации положительно оценивают жители республики. В социальных сетях ежедневно появляются фотографии и видео, которые сопровождаются эмоциональными комментариями.
Самолет стремительно подлетает к реке, летит, едва касаясь водной глади, и буквально через несколько секунд взлетает обратно. За это время Б-200 уже набрал необходимое количество воды и быстро улетает в эпицентр пожара. Но это не единственная техника, которая помогает пожарным с воздуха. 2 вертолета Ми-8 с водосливным устройством работают в Якутии. Воздушные суда Ми-8, они, значит, оказывают существенную помощь при передислокации, то есть переброска работников на другую кромку пожара, и, значит, проводят, значит, разведывание, то есть как идет пожар, траектория пожара, в какую сторону идет. Активно работают и на земле. Например, для тушения низовых пожаров используют ранцевые лесные огнетушители. Весят они до 3 килограммов, вместимость воды до 18 литров. В зависимости от модели ранцевые огнетушители компактные, надежные, просты в использовании и обслуживании. И еще одна их отличительная особенность – долгий срок службы. Пожары бушуют не только в Якутии, но и в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. Работы ведутся. Каждый день удается сократить число возгораний. Однако некоторые решили пропиариться за счет этого. Или, как модно сейчас говорить, поймали хайп. В Инстаграме, например, известные личности и десятки тысяч пользователей опубликовали посты с хэштегами «Спасите Сибирь», «Сибирь горит». Однако стоит отметить, что основные причины лесных пожаров – это грозы и, увы, человеческий фактор. И еще по этому поводу также высказался известный российский телеведущий Максим Галкин. То, что происходит в соцсетях, не имеет никакого отношения к борьбе за экологию, говорит Галкин. Уважаемые подписчики, многие из вас в комментариях под моими постами просят меня поддержать борьбу с пожарами в Сибири. Еще год назад горело примерно такое же количество сибирских лесов. И 2 года назад горело такое же количество. Но тогда не модно было об этом заботиться в социальных сетях. Не было гламурных девиц, которые выставляли свои охи и ахи по этому поводу. Пока одни якобы заботятся, другие просто берут и делают. Речь идет о добровольцах, которые борются с лесными пожарами. В общей сложности их по всей республике более 700 человек. У ребят уже резиновые сапоги начали плавиться. Мы идем прямо через пожарище. К другим темам. В Удачном Мирнинского района есть проблема с пониманием населения про вывоз строительного мусора. Некоторые горожане, делая у себя ремонт, складируют строительные остатки прямо возле подъездов, надеясь на то, что кто-то приедет и уберет все за них. О том, что это не ответственность управляющей компании и за вывоз отходов таких нужно платить отдельно, люди искренне удивляются и говорят, что об этом не знали. Проблема на самом деле касается практически каждого жилого двора в Якутии. И на примере Удачного о решении такой проблемы расскажет Ирина Балкова. Кто-то проводит лето на Черноморском побережье, а кто-то с нетерпением ждет теплых дней, чтобы сделать ремонт в своей квартире. Казалось бы, для коммунальщиков это самая жаркая пора. Ведь необходимо заключить договоры с горожанами на вывоз строительного мусора и успеть сделать все вовремя. Но на деле удачницы просто складируют весь свой строительный мусор возле подъездов в надежде, что кто-нибудь все равно уберет. Мы находимся возле 6-го подъезда 11-го дома. Как нам стало известно, в дальнейшем в 102-й квартире делается ремонт. Но, как решили хозяева или тот, кто делает ремонт, они не будут заморачиваться и заключать договор на вывоз мусора с УПП МХ. Поэтому они решили складировать его прямо здесь, возле подъезда. Многие считают, что строка в квитанции обращения с ТКО и есть оплата за вывоз мусора. Но по закону ТКО – это твердые коммунальные отходы, но никак не строительный мусор, куда входят старые дверные блоки, оконные рамы, глыбы бетона после перепланировки. Твердые коммунальные отходы, крупногабаритный мусор в виде диванов, кроватей, в виде стиральных машин, это все является твердым, относится к твердым коммунальным отходам. А строительный мусор
он не входит в этот перечень, а утилизируется, вывозится за отдельную плату. И сразу же у горожан возникает вопрос. Если представителем регионального оператора в Удачном является предприятие муниципального хозяйства УППМХ, с кем и необходимо заключать договоры как юридическому лицу, так и физическому, то почему, согласно квитанции, обращение с ТКО оплату необходимо вносить в кассу другого предприятия УПЖХ? То есть абсолютно две разные организации. Одно муниципального хозяйства, в ведении которого уборка мусора, другое жилищного. В целях удовлетворения и уменьшения затрат населения использовать уже имеющуюся кассу для приема денег. Прием денег осуществляется по агентскому договору от регионального оператора. Все денежные средства, полученные, перечисляются региональному оператору и расходуются в связи с назначением. Показать проект договора УПЖХ нам категорически отказались, ссылаясь на информацию в квитанции, где самым мелким шрифтом написано, что платить деньги за вывоз мусора необходимо им, согласно договора. И все. Сами же работники предприятия, которые вывозят мусор, считают, что пока жильцы не поймут, что необходимо заключить договор и жить в чистом городе, это будет игра в одни ворота. Кто заказывает, пожалуйста, машина подъехала, выгрузили, увезли. Ну вот такое, конечно, безобразие, это уже люди сами делают вот так вот. Ну, то есть у вас и транспорт есть, скажем Есть, так, да, и люди есть, да? И люди, да, есть люди, да, конечно. Есть коммунальные работники, которые работают именно в городе по обслуживанию вот территории. Уже сейчас количество несанкционированных свалок превышают бюджет, выделенный на их уборку. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Вернемся после короткой паузы. Это 20 секунд. Смотрите далее в продолжении программы. Профилактика детских заболеваний. Для этой цели в педиатрическое звено Алданской ЦРБ начало поступать современное медоборудование. Что сделано и что предстоит? В Ленске ведут работы по благоустройству города. Сыр «Пир Мир» в Московской области начался праздник для гурманов, Всероссийский сырный фестиваль, прямое включение с места событий. Лучшие войдут в сборную региона. Соревнования по пожарно-прикладному спорту провели в Ниренгринском районе. Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В педиатрическое звено Алданской центральной районной больницы начало поступать современное медицинское оборудование для профилактики детских заболеваний. Насколько это поможет улучшить работу, узнал наш корреспондент Руслан Павлов. Фельдшер Людмила Медведева опробирует современный лор-комбайн, который поступил в Алданскую детскую поликлинику в рамках федерального проекта развития детского здравоохранения. Мы долго ждали эту аппаратуру, обещали же нам давно. Довольны, все мне нравится, все удобно, все современно, так скажем. Здесь и электроотсос идет, и распылитель идет, и подогрев лекарства, лечение миндалин, нос, все мы можем здесь делать. Это не единственное новшество, которое появилось в поликлинике. Здесь также установлены электрокардиограф и ультразвуковой аппарат экспертного класса, что выводит педиатрическое звено на новый уровень профилактики. В связи с этим мы можем улучшить качество оказания профилактических осмотров, раннее выявление каких-либо заболеваний у детей. Ведь дети – это наше будущее. Что мы выявим у детей, оздоровим их и проведем профилактику, такое население нас в будущем и ждет. Сегодня профилактике заболеваний уделяется особое внимание. Современное медицинское оборудование способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях и профилактике здоровья. Главная задача – научить медицинский персонал умело пользоваться новинками. В части эндоскопического оборудования и лор-установки есть, а для работы ультразвуковым оборудованием у нас уже подготавливается специалист соответствующего профиля. До конца года в рамках этой же федеральной программы на вооружение педиатров поступят современное офтальмологическое и эндоскопическое оборудование. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Предприниматели Якутии для развития своего бизнеса могут получить кредит на выгодных условиях. Алмаз-Эргенбанк вошел в перечень 70 банков России, который может участвовать в программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Какова процентная ставка и условия, расскажет Анастасия Кобызева.
8,5% годовых. Такова ставка специального банковского продукта от Алмазэргенбанка. В зависимости от цели минимальная сумма кредита 500 тысяч рублей, максимальная – 500 000 000. Деньги предпринимателям выдают на срок от 3 до 10 лет. Заемщик должен быть субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством. Кроме этого, необходимо предоставить ликвидный залог, который покрывает не менее чем 70% от суммы кредита. Заемщик должен осуществлять деятельность согласно перечня приоритетных отраслей экономики. Заемщик не должен иметь задолженности перед бюджетами и работниками по заработной плате. Выгодная кредитная программа в первую очередь направлена на поддержку и развитие бизнеса реального сектора экономики нашей республики. А это сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, туризм, торговля, ЖКХ и другие сферы. Данная программа рассчитана на срок до 2024 года, и мы очень рады, что сегодня предпринимателям региона предоставляется уникальная возможность воспользоваться новым продуктом, кредитом за 8,5% годовых. Более подробную информацию о программе и условиях кредита можно получить на официальных сайтах Минэкономразвития России и Алмазэргенбанка, а также в филиалах банка. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Якутск. В Ленске спешат завершить работы по благоустройству. До конца лета осталось немного, и там сейчас активно ведут ремонт проезжей части и укладывают по городу тротуарную плитку. Какие еще полезные изменения произошли по благоустройству в Ленске в этом сезоне? Сюжет Анны Кожевниковой. Как по взмаху волшебной палочки исчезла непроходимая лужа в районе дома номер 7 по улице Первомайской. Это результат работы по благоустройству городской администрации. После обильных осадков и весной, когда тает снег, пешеходы этот участок тротуара были вынуждены обходить по проезжей части, а жители попадать в свой двор, огибая дом с другой стороны. Очень было неудобно. Постоянно, как дождь пройдет, туда все сливается, и пройти невозможно было. Как вот считаете, хорошо, что сделали? Конечно, хорошо. Когда благоустраивают, разве это плохо? Водоотток появился и в этом дворе, как и возле домов номер 9 и 11 по улице Первомайской. Их установка, как и бетонирование проблемной зоны, были включены в комплексные работы по реконструкции тротуаров, которые в этом году где-то обновились, где-то были отремонтированы, а где-то появились новые, как возле дома номер 9 по улице Первомайской и по улице Ленина. Ждут преображения и дворы. Будем заключать контракт на второй этап по двору Первомайская 10, Ленина 73. Разрабатываем проект по Первомайской 9, 11, Ленина 56. Все заявки были поданы жителями. В многоквартирных домах люди не знают, что у них нет земли сформированной. Эта работа должна проводиться, потому что передается потом на содержание это все. Управляющая компания должна уже заниматься поддержанием в надлежащем виде нового благоустройства. Жителям необходимо проявлять инициативу, ведь они первые заинтересованы в благоустройстве своих придомовых территорий. Не нужно ленчанам забывать и о местах общего пользования. Например, 22 августа пройдут общественные обсуждения по поводу установки инсталляций в парке. Это главное место отдыха ленчан тоже преобразилось. Уличные тренажеры, ноу-хау последних десятилетий в Ленске стали появляться только с прошлого года. Этим летом противовандальное спортивное оборудование установили в парке. Каждый желающий поддерживать хорошую физическую форму может приходить и заниматься в любое время суток. А скоро тут появится скейт-площадка. Завершился и первый этап реконструкции площади. А в планах у городской администрации совместно с ЕДДС установить видеонаблюдение и оборудовать ее звуковой аппаратурой для проведения праздников. Ленчане заметили, что город на глазах приобретает современный облик. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. С заслуженным представителем профессии встретился Дмитрий Аргунов. Валерий Николаевич Колодезников никогда не расставался с Якутией, но так получается, что у Валерия Николаевича текущая работа – второе пришествие на родную землю. Человек, сделавший огромный личный вклад в проектирование и строительство столицы Южной Якутии, носитель удивительной биографии. Не было никаких головных сооружений, не было инженерных сетей, не было базы стройиндустрии в чистом, будем говорить, в чистом поле, чистой тайге. Мы начинали строительство этого города Нерюнгри. Один из первых народных депутатов легендарного Верховного Совета РСФСР, человек, который
смотрел в лицо террористам, захватившим самолет Нерюнгри, долгое время работал в российских и иностранных строительных компаниях, наработав огромный опыт, который он, по личному признанию, с радостью применяет в родной Якутии. Под его чутким контролем компания АЭП «Капитал» построена в первую очередь качественное жилье. Дома на Клары Цеткин, жилкомплекса «Аврора» и «Клевер» в 203-м микрорайоне. Мощность намыва это примерно больше 10 метров. Основные коренные, естественно, породы грунта находятся на глубине 10-11 метров. И представьте, может ли произойти оттайка на такой глубине? Это, конечно, как говорится, нужно постараться, чтобы тепло достигло такой глубины. Вторая и третья в очереди круглогодичной теплицы «Саюри», ювелирно-гранильный завод «Кангаласах» – это тоже его. А вот и смена поколению Валерия Николаевича, молодые строители Якутии. В этот день мы все поздравляем Валерия Николаевича и его коллег по профессии с Днем Созидателя, Днем Строителя. Дмитрий Аргунов, Якутск. Соревнования по пожарно-прикладному спорту провели в Нерюнгри. Об этапах и участниках в сюжете Анастасии Литвиненко. В ежегодных соревнованиях приняло участие 7 команд по 3 дисциплинам. Подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа, подъем по выдвижной трехколенной лестнице и боевое развертывание на пожарных автомобилях. По итогам соревнований будут отбираться кандидаты для выезда в город Якутск на республиканские соревнования. И в дальнейшем, если там они выступят хорошо, также на Дальний Восток. В этом году в соревнованиях впервые приняли участие девушки. Гордость нерюнгринских соревнований Елена Овчинникова выступает на соревнованиях только с декабря прошлого года, но уже сейчас добилась невероятных результатов. Первый раз участвовала в декабре месяце. Мы ездили в Якутск. Там я заняла 3-е место. И оставалась еще в апреле на соревнованиях. В апреле на соревнованиях среди своего возраста тоже взяла 1-е место. И меня взяли в сборную республики по пожарно-прикладному спорту. Я в июне месяце была в Находке, в городе Находка. Там я тоже участвовала в пожарно-прикладном спорте. По результатам соревнований победители получат переходящий кубок, дипломы и призы. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной команды Республики Саха-Якутия, которая в 2020 году будет защищать честь республики на дальневосточных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Анастасия Литвиненко, Сергей Козюра, Нерюнгри. Киловатты музыки и тонны краски, как взрослые, так и дети, пришли сегодня на площадь Ленина в Якутске, чтобы испачкать друг друга яркими оттенками лета. Краски сделаны из натуральных материалов, это кукурузный крахмал и пищевые красители. Благодаря этому краски легко отстирываются. Организаторы, которые приехали из Санкт-Петербурга, провели уже более 5000 фестивалей красок, которые охватили почти 500 городов страны. Первый раз фестиваль. Это очень классно и очень весело. Я не ожидала, что будет так красочно, прикольно. Мне нравится. Очень замечательный праздник, весело, настроение поднимается, дети радостные, счастливы, хороший праздник. Очень круто, классно, прям бомба, реально классно. В Московской области сегодня начался настоящий праздник для гурманов – всероссийский сырный фестиваль под названием «Сыр, пир, мир». Сотни сортов, итальянская моцарелла, французский рокфор, грузинский сулугуни – это еще далеко не все. В ближайшие 3 дня гостей ждут мастер-классы по сыроварению, дегустации, концерты, необычные конкурсы. На месте событий прямо сейчас находится наш корреспондент Максим Кардозу. Максим, добрый вечер, ты в прямом эфире. Приветствую, Влад. Да, действительно, мы сейчас находимся в деревне Дубровская Истринского района Подмосковья, где в 4-й раз открылся сырный фестиваль «Сыр, мир, пир». И с каждым годом он приобретает все большие такие грандиозные масштабы. Если раньше это был такой областной праздник, то сегодня это такой всероссийский, действительно большой фестиваль. В прошлом году сюда приехало 170 сыроваров, а в этом 300, которые предлагают 500 различных сыров, которые все сделаны в России. Ведь именно сырная индустрия в нашей стране начала развиваться после 2014 года. Такой сказать, наш ответ санкциям импортозамещения. Ну что же, сюда приехали, конечно же, со всей России сыровары, представляют свою продукцию. И давайте послушаем, какой же сыр они сюда привезли. Мы
приехали из Брянской области, привезли козьи сыры, коровьи сыры, выдержанные, свежие, сыры с плесенью, с мытой коркой. Мы производим крафтовый сыр, который в малом объеме. Соответственно, можем позволить себе ассортимент и обработку разных корочек. Это наш конек, обработка корочки, афинаж. На самом деле это просто уникальный сыр для России вообще. Дело в том, что он делается из цельного молока, это чисто французская технология. То есть она в этом и заключается. Молоко практически не проходит тепловой обработки, оно чуть-чуть нагревается, прессуется форма и выдерживается вот в этих сырных подвалах, куда можно приехать к нам на экскурсию, и выдерживается до 2 лет. И сам сыродел, он более 20 лет прожил во Франции, оттуда технологию-то привез, и здесь в России, на шикарной Липецкой земле, в деревне Масловки, где 60% лекарственных трав ее воплотил. И сами вы можете в этом удостовериться, приехать еще раз и отведать сегодня у нас этот замечательный сыр. Организаторы приготовили большую программу. Это и концерты, мастер-классы, большая планировалась детская площадка. Но свои корректировки внесла погода. Уже вторые сутки в Подмосковье и Москве идет дождь, ветер. Вот выставку, саму ярмарку накрыли шатром, вы, наверное, видите. Но непогода не помешала прийти сюда тысячам людей, которые пришли сюда попробовать сыр и что-то себе купить. Давайте послушаем, почему же они сюда пришли. Фестиваль очень нам нравится. Ходим, пробуем, но пока в предпочтениях не определились. А вообще первый раз здесь или как? Фестиваль первый раз. Да. И, то есть, а какой сыр вам больше всего нравится? Хотели что-нибудь приобрести, например? Ходим, смотрим, выбираем, обязательно что-то приобретем, уже что-то приобрели. Таких ярмарок побольше и почаще. Вот, потому что сыр наш, оказывается, у нас в стране есть, но мало нам его рекламируют. Поэтому вот вообще супер. Мы 4 года рвались, наконец-то приехали. Ой, извините, довольны. Фестиваль – это не только выставка, но и конкурс. Победители поедут в Италию представлять нашу страну на сырный большой фестиваль, уже европейский. Ну а мы будем надеяться, что в следующем году сюда приедут и якутские сыровары. Влад? Благодарю тебя, Максим. Напомню нашим зрителям, что на прямой связи со студией был наш корреспондент в Москве Максим Кардозу. Таковы итоги дня сегодня. Я с вами прощаюсь. Всегда будьте в курсе, смотрите наши телеканалы.